Ермолов. 1826 год. 23 апреля. Оставив все тяготы в обозе, войска налегке прибыли к селению Урус-Мартан. Жители отказали нам в аманатках. Тогда я построил батарею вокруг селения и скомандовал «Пли». Нет более Урус-Мартана. 24 апреля. Сожжено селение Бельгитой. 25-го. Истреблено селение Курчатай. 27-го. Та же участь постигла Рошни. 28 апреля вернулись в крепость Грозную. Войскам дано 3 дня для приготовления сухарей. Чеченская милиция отпущена на праздник Байрам. Чеченская народная милиция. Одна из так называемых иррегулярных частей Кавказского корпуса. Существовали еще аварская, ингушская, лезгинская, карабахская и другие милиции. Это были наспех сколоченные туземные отряды численностью 300-500 человек в каждом. Руководили ими, как правило, обиженные соплеменниками и оказавшиеся неудел представители местной знати. В качестве платы за труд милиционеры наделялись правом беспрепятственно грабить завоеванные аулы, а также получали прощение за прежние грехи. Ермолов. По правде сказать, не имел я ни малейшей надобности всей сволочи, но потому приказал набрать оную, чтобы породить вражду к ним и поселить раздор, полезный на будущее время. И еще хотел я занять молодых людей, которые, будучи праздными, могли быть вредными. Ни дисциплиной, ни преданностью милиции не отличались. Но это было не так уж и важно. Ермолов пускал милиционеров впереди войск, и с задачей уменьшить потери среди русских они справлялись успешно. Ермолов. 2 мая снова в путь. Войска, пройдя Ханкалу, перешли через Аргун. Селение Шали сожжено и сады вырублены. 5 мая истреблены большие атаги. 6-го казах Кичу. Тогда же приказал я 500 казакам и 100 отборным чеченцам скрытно дойти до Сунжи и спалить еще и тамошнее население. Войска исполнили поручение в точности и вдобавок пригнали стадо скота. Так и закончилась наша экспедиция. До скончания века не придут чеченцы в прежнее состояние. Нищета крайняя будет им казнь.